Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. І зараз будзем абмяркоўваць, прабачце мне гэтае слово, знешнюю палітыку Беларусі. Ну, ці тое, што ад яе засталося. Сёння маім суразмоўцам будзе дыпламат, старшы аналітык Цэнтра новых ідэй Павел Мацукевич. Добрый дзень, спадар Павел. Добрый дзень. Спадар Павел, самае першае, што зараз галоўная навіна, гэта тое, што адбываецца ў небе Беларусі. Дакладней, тое, што ў ім нічога не адбываецца ў гэтым небе. Скажыце, я просто зараз чытаю самую, так бы мовіць, свежую навіну. Чэхія таксама закрыла паветраную прастору для самалётаў Белавія. Гэта чарговая краіна, шэрагу іншых, якія ўжо зачынілі сваю прастору для самалётаў Белавія. Такім чынам і ў Чэхію ўжо таксама паляцець няма магчымасці. Ці чакалі вы, вось як дыпламат, як чалавек, які ведае, як захад, як заходнія дыпламаты рэагуе на тыя ці іншыя дзеянні сваіх партнёраў з іншага боку, што менавіта такой можа быць рэакцыя захаду на сітуацыю вось з самалётам Ранэйр і з затрыманнем Романа Пратасевича? Такие угрозы со стороны западных политиков звучали о том, что европейское небо закроется для самолетов Белавия или для самолетов белорусских авиакомпаний. Но я все-таки надеялся, что до этого не дойдет, потому что это очень странное решение. Белавия не имеет к этому эпизоду никакого отношения. Лукашенко не летает самолетами. Белавия. Да, и, наверное, не собирался ими летать, по крайней мере, такой информации не было. Поэтому выглядит это решение достаточно странным. Я понимаю решение отдельных авиакомпаний, которые решили на какое-то время облетать Беларусь стороной. Это совершенно естественно, пока не будет дана какая-то правовая оценка международных специалистов с точки зрения, оценка, собственно говоря, этого эпизода, оценка безопасности белорусского неба, можно не летать. То есть это вполне понятное, объективное решение. Но запрет или закрытие белорусского неба для Белавия, читайте, для белорусов это достаточно странно. То есть я вижу в этом решении желание, чтобы подобного рода эпизод в принципе больше не повторился, поскольку теперь небо будет закрыто для белорусских самолетов, европейское небо, над Беларусью не будут летать европейские самолеты, соответственно, сама возможность повторения подобного рода инцидента исключается. В этом смысле можно понять это решение, но в этом смысле оно достаточно эгоистично и болезненно для Беларуси и для белорусов. Гэта трэба ўспрымаць як ўсё ж таки такое рашэнне, як такога выгляду санкцыі ў дачыненні да Беларусі, як жаданне абезапасіць сваіх грамадзянаў заходніх краінаў, ці што асабіста вы як з пункту гледжання дыпламатычнай мовы гэта трактуецца? Наказать этим решением фактически наказали белорусов, потому что белорусы не смогут теперь вылететь в страны Европейского Союза или в те страны, которые присоединятся к этому решению. Сложно увидеть в этом решении какую-то возможность наказать именно белорусские власти или режим Лукашенко. Поэтому я вижу в этом решении, как я уже сказал, желание обезопасить себя от повторения, от возможности даже повторения такого эпизода в будущем. Я разумею, што гэта можа быць не зусім так да вашай сферы як дыпламата, але як да аналітыка. Як вы лічыце, прагучала такое меркаванне ад пэўных аналітыкаў ці палітолагаў ад Бога, відаць, пра тое, што ўся гэтая сітуацыя ледзь не была ўвогуле распрацаваная і
праведзенае захадам, што, маўляў, яны спецыяльна пасадзілі Пратасевіча ў гэты самалёт, яны там спецыяльна там нешта паведамілі, можа быць, нават пра гэта беларускім спецслужбам, яшчэ там нешта спецыяльна нарабілі, каб вот вся такая сітуацыя здарылася, і каб вот скарыстацца ёй і такім чынам працягваць ужо кансалідаваць увесь захад супраць Беларусі. Ну, это какая-то, мне кажется, все-таки особенная сказка, в которую лично мне очень сложно поверить. Возможно, я уже вышел из этого возраста. Навряд ли. Возможно, эта сказка придумана для внутренней аудитории или для... Есть все-таки в России много поклонников вот подобного рода эпизодов или легенд, как мне кажется. Но мне кажется, что с реальностью это имеет очень мало общего. Надо понимать, что, в принципе, европейцам, по большому счету, очень мало дела до того, что здесь, в Беларуси, происходит, до тех пор, пока, как мы видим, это напрямую не касается самих европейцев или их безопасности. Вот тогда они могут включиться. Надолго ли? Ну, я, опять же, в данном случае сомневаюсь, что надолго. Безумоўна, цяжка сёння, учора там ці заўчора і ўвогуле там тыдзень ці нават месяц таму гаварыць пра такую ўжо мантру беларускай дыпламатыі як шматвектарнасць. Тым не менш, нават на тыя, можа быць, парэшткі шматвектарнасці, якія ў нас заставаліся, гэта які удар наносіць? Ну, надо сказать, что белорусская дипломатия была в принципе нокаутирована событиями уже там, начиная с весны, потом 9 августа, сентябрь, октябрь, и все, что происходит до сих пор, только усиливает. И я боюсь, что в ближайшее время белорусской дипломатии уже с этого пола не подняться. Ну, вы же, наверное, видели вот недавнюю, вчерашнюю, наверное, новость о предполагаемом или уже принятом решении, допустим, о закрытии посольства Беларуси в Канаде. Оно явно не связано с этим эпизодом, оно связано с тем, что ну, я бы здесь нужно, наверное, оговориться о том, что во всей этой белорусской истории нужно четко определиться, что вот есть интересы Беларуси, они никуда не делись, а есть интересы власти. И на сегодняшний день наблюдается полное несовпадение этих интересов. Так вот, предполагаемое закрытие посольства Беларуси в Канаде с точки зрения властей, действующих, их возможностей, оно абсолютно понятно. Но какие отношения? Их нет. Нет никакого диалога. Есть какой-то монолог с белорусской стороны, непонятно о чем, но отношения дальше развиваться не могут. Но с точки зрения интересов Беларуси, разве Канада перестала иметь какую-то важность? Эта страна входит, ну, пожалуй, в десятку самых крупных экономик мира. По территории, наверное, будет вторая или третья после России. То есть страна, имеющая колоссальные возможности. Для нас, в первую очередь, и что мы потеряли к этой стране интерес. У нас просто у этой власти нет возможности реализовывать этот белорусский интерес в Канаде. Вот. И далее, ну, опять же, то, что я вижу, все-таки белорусский МИД, как это ни печально, превращается в некий филиал российского МИДа, как бы ни печально это звучало. И я не думаю, что российскому МИДу нужно вот в его минском филиале так много дипломатов или вот такие разнообразные отношения, которые развивала Беларусь, ну, скажем, до весны 2020 года. До рэчы, чыста тэхнічнае пытанне, калі сітуацыя зменіцца, наколькі складана будзе аднавіць працу беларускай амбасады ў Канадзе той же самой? Ну, всегда открывать сложно. То есть решение о закрытии, ну, наверное, в данном случае там у нас нет своей собственности, мы арендовали здание, по большому счету расторгнуть договор аренды, собрать немногочисленные вещи дипломатам и каким-то образом попытаться долететь до Беларуси, что сейчас тоже является, в общем-то, испытанием, ну или станет большим испытанием. А вот открытие посольства, это вот вся процедура, ну, с обратной стороны.
Это достаточно сложно. Теряются связи наработанные, которые потом сложно восстанавливать. Ведь даже при нормальной ротации дипломатов часто происходит, что новой команде дипломатов, которая прибыла на смену, заменила тех, у кого истекли контракты, иногда сложно поддерживать тот уровень контактов, который был до них, потому что многое строится на каких-то личных отношениях. А отсутствие страны долгое время в стране пребывания, скажем так, это, что называется, открытие Америки, если хотите, в таком небольшом масштабе. Все заново, фактически. Иван Петров пытается: Павел, як вы оцениваете сённяшні выступ Лукашэнкі ў сувязі з апошнімі падзеямі? Ну там шмат чаго было нагаворена, хаця і дзіўная для Лукашэнкі працягласць всяго 1 гадзіну выступу. Тым не менш, вот я просто удакладню, ну, да прыкладу, один момант, вот які тычыўся той же самой шматвектарнасці, про якую мы казалі. Маўляў, что вы у мяне тут с этой шматвектарнасцю? Шматвектарнасць — это прынцыпе эканоміка. Вот дзе эканомікі цікава, туды вектор і ідзе, маўляў. Вот что вы адкажаце на это, да прыклад? Ну і калі ёсць каментары по іншым якім-нибудь аспектам яго выказванняў, то калі ласка. Ну, в общем и целом, я думаю, что мероприятие все-таки задумывалось для внутренней аудитории и, опять же, для, наверное, поклонников ораторского искусства и методов Александра Григорьевича Лукашенко в России, в первую очередь. Это, знаете, как говорят, не так важен сон, как его толкование, и все те, кто собрались в этом овальном зале, они остро нуждались в этом толковании. Что произошло? То есть теперь после этого выступления, по идее, его участники должны знать, где и какую линию, и как, что называется, продвигать. Поэтому это такой внутренний, скажем так, идеологический продукт. Знаете, как анекдот мне вспомнился на эту тему, если позволите, расскажу. Вы его, наверное, знаете, когда Лукашенко разговаривает по телефону, и у него такой идет разговор: плохая, хорошая, потом кладет трубку: вот народ, без меня и картошку перебрать не могут. Ну, тут как бы такой эпизод, когда вот случилась эта история, случился инцидент острый, международный, фактически Беларусь оказалась в эпицентре острого конфликта, и сами апологеты вот всей этой, скажем так, они же не знают, что говорить и как к этому относиться. И вот это совещание, я думаю, было призвано всем довести нужную точку зрения на эту ситуацию. Что касается экономики, ну, повторюсь на примере Канады. Разве Канада нам экономически не интересна? Страна, которая входит, ну, если я не ошибаюсь, ну, точно в 20-ку самых крупных экономик мира. Очень серьезный, по-моему, потенциал с этой страной. Плюс не нужно забывать, что там белорусская диаспора достаточно обширная в сравнении с другими странами. То есть тут со всех пунктов зрения, точек зрения, мне кажется, очень важно было бы развивать отношения с этим государством, но, увы. І ах, як кажуць, ваш даўні знаёмы па Швейцарыі Энди Джонсон пытаецца, перадае прывітанне са Швейцарыі і пытаецца, але, дарэчы, калі ўжо прыгадалі Швейцарыю, так што, оказывается, нават у гэтым інцыдэнце з самалётам Швейцарыя ізноўку вінавата. Менавіта адтуль, ад швейцарскага Хамаса, прыйшло гэты ліст с папярэджаннем пра выбухоўку на борце самолета. Я не думаю, что это принципиально важно, откуда пришло. Если что-то откуда пришло, ну, значит, это нужно предъявить, и тогда все вопросы снимутся. Из Швейцарии точно приходили, но другие сообщения, они не были тайными, и они всех знают, потому что это были заявления или призывы освободить Наталью Херш из гомельской тюрьмы, прекратить насилие, вернуть законность. Вот такие требования, такие голоса, такие мысли звучат из Швейцарии, наверное, ежедневно.
Вот что я бы сказал по этому. Ну, калі ўсё ж таки тэхнічны момант для тых, хто пісаў гэты спіч спадару Лукашенку, і хацелось бы адзначыць, што пісьмо прыйшло з Proton Mail. Proton Mail серверы знаходзяцца ў Швейцарыі, таму ліст маглі пасылаць з Барановича ці са Смалявічаў, але калі карысталіся Proton Mail'ам, то яно ўсё адно ідзе праз швейцарскія сервера і атрымліваецца, што прыходзіць нібыта са Швейцарыі. Так вот, Энді Джонсон цікавіцца, на ваш погляд, як можа адказаць Фазель мэру Рыгі? Я нагадаю, што учора Фазель напісаў мэру Рыгі, які вывесіў бел-чырвона-белы сцяг ліст з патрабаваннем альбо здымайце бел-чырвона-белы сцяг, альбо здымайце сцягі міжнароднай федэрацыі хакея. На што мэр Рыгі адказаў, што мы ад сваіх прынцыпаў не адступаемся, і зняў сцягі міжнароднай федэрацыі хакея. Вот які можа быць адказ Фазеля? Ну, я думаю, что он как раз-таки поставив такой, ну что ли, ультиматум рижским властям, в общем, предполагал, каким будет ответ, поэтому и, наверное, поставил его в таком, я не знаю, на мой взгляд, соломоновом ключе, потому что в этой ситуации было проще пожертвовать флагом Международной хоккейной федерации, а не вступать в какие-то дальнейшие, скажем так, баталии на эту тему или требовать там вывешивания обязательно официального белорусского флага. То есть, таким образом эпизод, мне кажется, разрешился в интересах обеих сторон, и Рижской, и, соответственно, Международной федерации хоккея. Але вось той самы Іван Петроў цікавіцца у вас, ці не перагнуў палку мэр Рыгі, зняўшы чырвона-зялёны сцяг. Сапраўды, з пункту гледжання дыпламатаў, от як бы вы ацэнілі гэтую сітуацыю? Не з маральнай пункту гледжання, не з пункту гледжання, вот, можа быць, выказвання там нейкай маральнай падтрымкі, а вот з дыпламатычнай. Ну, с дипломатической точки зрения это, наверное, такое хулиганство, все-таки такой очень дерзкий поступок, но нужно понимать, в ответ на что он был. Он был в ответ на очень дерзкий поступок в воздухе, связанный с безопасностью людей и с риском для людей. Этот дерзкий поступок, он не подвергал никого риску, он был скорее, ну, таким асимметричным, но тоже с точки зрения дипломатии дерзким, конечно, ответом. Ну, лучше, если честно, лучше такой ответ, чем вот запрет для Белавия там, или для закрытое небо для белорусов, назовем это так, потому что лучше так. Это было эффектно, я думаю, очень многим понравилось. Але от скажыце, як вы лічыце, все ж таки падчас вот гэтага дзёрзкага паступку, як вы сказали, прысутнічаў не толькі мэр Рыгі, але і міністр замежных спраў Латвіі. Той самы міністр, які 1,5 ці 2 гады таму прыязджаў у Мінск, даваў тут сумесны брифінг са спадаром Макеем, і ад Макея гучалі словы, што это мой ледзь не лепшы сябра. И вот такие деяния, все ж таки... Да, это было осознанное, вот такое, знаете, осознанное, ну, я бы сказал, что доброе хулиганство, это как, ну, Робин Гуд в Шервудском лесу, вроде как бы совершает преступление, там, хулиганство, дерзкие поступки, но, что называется, во благо. Жесты достаточно осознанные. Ну, вот, то есть, я думаю, что латышская сторона знала, на что шла, какие последствия будут у этого решения. Да, вот менавіта я про гэта і спытаўся. Да. Ладно, мэр Рыгі, але міністр замежных спраў, ён не разумеў, што гэта можа скончыцца вось, ну, фактычна скасаваннем дыпламатычных адносінаў. Ну, до этого пока не дошло, хотя, ну, следующим, наверное, логичным шагом было бы признать червоно-белый стяг официальным и признать еще Светлану Тихановскую президентом. И тогда уже это точно приведет к разрыву дипломатических отношений. Понимаете как? Вот эта метаморфоза с латышскими политиками, она ведь произошла не по вине их. То есть их к этому подвели. Латышские отношения были очень многообещающими. В этом году должен был состояться официальный визит Лукашенко в Латвию. Этот чемпионат, этот скандальный чемпионат, мы же
хотели сделать совместно. Я еще, работая в Швейцарии, помню, убеждал швейцарскую хоккейную федерацию, чтобы они поддержали нашу совместную заявку, когда мы подавались на выборах. И эта идея понравилась тогда, в принципе, очень многим. И именно поэтому мы получили этот чемпионат на двоих, что называется, с Латвией. Одна сторона Европейского Союза и Беларусь. Получался такой достаточно эффектный мостик. Но этот мостик был сожжен событиями прошлого года, и все остальные события, насилие, репрессии, все, что вот происходило и происходит до сегодняшнего дня, ну там, я не знаю. То есть высылка дипломатов на этом фоне — это такая, скажем, а что они там, собственно говоря, в этих условиях делали или могли делать? Здесь нужно, конечно, понимать, что не дипломаты являлись и являются сторонниками вот такой эскалации конфликта. Точно не дипломаты. У нас просто в стране есть один политик, один дипломат, который сегодня определяет вот внешнюю политику Беларуси. И это последствия этой политики. Я вярнуся да сённяшняга выступлення Лукашэнкі, якое вы назвалі так бы мерапрыемствам для ўнутранага карыстання. Тым не менш, там прагучала некалькі разоў пра тэма Расіі, што і маўляў, вот зараз яны тут душаць нас, але потым наступная Расія. Што вось тэлеграм-канал тут займаўся арганізацыяй розных там масавых беспарадкаў у Беларусі, але зараз перакінуўся на Расію. І вот Расія некалькі разоў гэта ўсё гучала. Мы ведаем, што ў пятніцу чарговая сустрэча Пуціна і Лукашэнкі ў Сочы. Все ж таки не толькі для ўнутранага спажывання, відаць, была гэта. Ну да, я и сказал, что это в том числе и для российской стороны, и там для поклонников вот этого высокого искусства. Вот. Ну, мы сейчас позиционируем себя так. Мы якобы здесь выполняем какой-то союзный долг в борьбе с коллективным Западом. Вот это вот вся история, или ее подача, ее толкование вот этого сна, оно вот подается именно под таким соусом. Поэтому не очень интересует, вот по всему, что я вижу, не очень режим интересует эта реакция Запада, которую он видит. Вот в моем понимании все-таки, ну, как будто все равно. Потому что, ну, опять же, вот эти меры, принятые в ответ, они же режим мало касаются. Вот мы говорили в начале беседы о том, что есть интересы власти, а есть интересы страны. Так вот, есть уязвимости властей, а есть уязвимости страны. Страна уязвима перед этим ответом Запада, перед закрытым небом, перед запретом для национальной авиакомпании летать куда-то. То есть это решение будет иметь в том числе экономические последствия. Я не знаю, восстановится ли Белавия после такого, ну, достаточно серьезного удара, и к чему это вообще приведет, и какие последствия, они сейчас еще только могут, скажем так, калькулироваться. Но здесь сегодня эта игра вот, да, на внутреннюю, на публику, что это делалось не для нас, что мы тут обороняем наши общие восточные рубежи. Ну, просто с другой стороны, если посмотреть, мне кажется, Россия вообще любит наблюдать за тем, как горят мосты наших отношений с Европейским Союзом и с Соединенными Штатами. Вся эта история, по большому счету, в общем-то, на руку. В сухом остатке, так что мы видим, вот, знаете, этот миг между прошлым и будущим в это воскресенье. Вот по большому счету, если брать ключевые изменения ситуации, то они связаны с тем, что у Александра Лукашенко сузилось вот это поле для маневра, потому что он там теперь стал, что называется, враг для государств. Это не значит, что поле для маневра исчезло вообще, но такова ситуация. С другой стороны, волна давления на Беларусь, и мы снова, хотим мы этого, не хотим, мы движемся, вот, что называется, в российские объятия. Никуда, что называется, нам не деться.
Дарэчы, вот для России, вот як вы сказали, назіраць за тым, як гараць масты паміж Мінскам і захадам, гэта вот выключна такая веселуха. Ой, позабавимся, поглядим, як там вот это вот все вот подпаливаюць хвост афіцыйнаму Мінску. Ці ўсё ж таки больш сур'ёзныя і прадуманыя доўгатэрміновыя намеры ў дачыненні да будучага Беларусі, да яе суверэнітэту? Я думаю, что они решают какую-то, вот как вы говорите, ну, если не долгосрочную, но как минимум среднесрочную задачу вот, по неприсоединению Беларуси к себе, ну, вот, по установлению полного контроля над ситуацией, контроля вообще над Беларусью. То есть, если сегодня можно все-таки говорить о том, что Лукашенко контролирует ситуацию в Беларуси, вот на земле, как мы видим, и на небе тоже, то вопрос второй, который, в общем-то, возникает, принадлежит ли, что называется, он себе, кто контролирует, в общем-то, его. И судя по всему, он не совсем себе принадлежит. Но я сомневаюсь в том, что он когда-либо себе полностью принадлежал. Зависимость от России всегда была большая, и он пользовался активной ее поддержкой, но сейчас она вот приобретает такие серьезные масштабы. И я не знаю почему. Я читал вот сообщение о сегодняшнем мероприятии, и почему-то вот все-таки надеялся, что оно начнется с того, что перед вот этой вот воинственной историей, легендой, скажем, того, что произошло, перед этим объяснением он все-таки извинится перед пассажирами, которые попали вот в такую ситуацию, испытывали определенные неудобства. Это такой жест, ну, не то чтобы, который растопит лед, но, в принципе, ну, элементарная вежливость, если... Ну, этого не произошло. Речь была достаточно воинственная и четко обозначены, где враги, а где свои. Словы-то, якія вы гаворыце, элементарная вежливость, яшчэ ж трэба ведаць, што гэта такое. Але глядзіце, вы кажаце, вот этыя словы, якія прагучалі адносна России, это посыл все ж таки вот Москве, Крымлю и гэтак далей. Я паглядзеў учорашняе шоу Соловьёва. Так вот, российские гости там, ну, буквально конкретно троллили Лукашенко, насмехаліся над яго дзеяннямі і зневажліва ставіліся да ўсёй этой ситуации. Шпаковскі, які там прысутнічаў, вот все яго спробы былі неяк так апраўдаць гэтыя дзеянні, ну, выглядалі, мягко скажем, няеглымі. Учора таксама я паглядзеў выступ по адным з расійскіх тэлеканалаў дэпутата Дзярждумы ад ЛДПР Иванова, які конкретно сказаў, что я не прызнаю Лукашенко прэзідэнтам, і вот это дзеянні, вот это ЛДПР. Кіраўнічка Russia Today, ну, тая, которая готова перагарнуць старонку і гэтак далей, у телеграм-канале сваім учора ўвесь вечар пісала, что ты робіш, Лукашенко, отпусти человека с российским паспортом. І все гэтыя сведчанні ў СІЗО, гэта не доказы. Ну, вот такое стаўленне на фоне аднаго з вядучых Russia Today таго ж самага, які казаў про тое, что Лукашенко тое ж самае, что ён зрабіў з грамадзянамі заходніх краінаў, лёгка зробіць і з намі, з расіянамі, і ўвогуле гэта нашы расійскія, тут 9,5 мільёнаў чалавек жывуць, welcome to Russia 6 абласцямі і гэтак далей, і гэтак далей. І вот просто параўноўваючы гэты спіч, там вот мы ж тут вам тут баронім мы разам, і вот гэтая атмасферу, якое там у расійскім этом, ну, эстаблішменце, прынамсі, калі не казаць па грамадстве, что это означает? Я думаю, что вот эти выходы российских общественных и политических деятелей к микрофону с такими речами, они все-таки санкционированы. И они как раз создают нужную атмосферу, ну, иначе сказать, щекочут нервы у Александра Лукашенко перед его встречей с Путиным, чтобы, наверное, я думаю, обеспечить какую-то его большую сговорчивость, если хотите. Я думаю, что в этот раз ему снова придется
что эта поездка будет вот в стиле и в духе поездки в сентябре в Сочи, когда вот были вот эти какие-то... Нужно было просить, унижаться и сидеть в таких позах. Но, к сожалению, вот за эти его унижения, за эти просьбы перед Путиным, заискиванием, потом это все отыгрываются на нас, на гражданском обществе в Беларуси. Потому что этот выход энергии должен куда-то, значит, должен находить выход. И у Лукашенко есть вот Беларусь. Есть белорусы, на которых можно потом, что называется, размяться. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, это такая вот российская линия поведения. Вот. Но он знает, с кем имеет дело, поэтому абсолютно уверенно гнет свою линию там, где надо, улыбается, там, где надо, сердитый. Он все-таки, надо признать, хитрый и тонкий политик, и уже 27 лет у власти. И... Як там Арыстотель сказаў з гэтай нагоды, не будем цытаваць, каб не сказалі, што пакрыўдзілі, ладно. Але як вы лічыце, вот ваша просто аналіз, ці можа быць, вот аналізуючы тое, што адбываецца, то, што вы бачыце у Сочы, якія ўмовы чарговыя могуць быць пастаўленыя? Ці патрабаванні, якія высунутыя? Вот сложно, очень сложно об этом судить. Беларуси нужна сейчас поддержка. То есть Россия-то вписывается. При всей этой риторике Россия вписывалась, но ее вписывание за Беларусь только усугубляло негативное впечатление от этого эпизода. Когда российский МИД комментировал, там, что же происходило с МИГом и что он делал в том небе. Все это, в общем-то, конечно, я бы сказал... что называется, медвежья услуга. Куда более важно, мне кажется, ситуация, состоящая в том, что, в принципе, мы можем оказаться в ситуации, когда будем узнавать о своей судьбе, что называется, из новостей. Вот готовится эта встреча июньская Байдена и Путина. То есть Беларусь запросто может стать какой-то разменной монеты. Я сомневаюсь в том, что Путин откажется от Беларуси, от российского влияния. Здесь это все-таки зона интересов. И размен, наверное, там будет идти насчет других вещей. Но я вижу, что Россия это своего добивается. Вот посмотрите на эту историю с Северным потоком-2. Сколько было этих громких заявлений, сколько было напряженных лиц, прежде всего европейских политиков, которые там с гневом и столько всего обещали. А в результате Россия своего добилась, поток будет строиться. И вот встреча с Байденом, с которым тоже многие связывали какие-то определенные надежды, но они, к сожалению, не оправдываются. Есть вот реальная политика, реальные интересы стран. И, как мы видим, страны и объединение стран очень эгоистично им следует. Наш глядач под ником «Асмысленная бессмысленность» задае цікавае, але асэнсавана бессэнсоўнае пытанне. Тое, што Еўропа не прызнала легітымным Лукашэнку, можа гэта рашэнне быць перагледжаным? Скажуць, памыліліся, ці легітымнасць ужо не вярнуць? Вопрос здесь не столько в легитимности. Значение легитимности, понимаете, это легитимность либо есть, либо ее нету. Но она по факту получается, что есть. Потому что часть стран признает, а другая часть, одна часть не признает, а другие принимают с визитами. В Беларуси готовится саммит СНГ. Не будем забывать об этом, на высшем уровне, по-моему, в октябре. Вот было анонсировано на прошлой неделе. То есть тут вопрос с легитимностью, с международной... Это колесо давления очень сильно спускает. Еще такой момент, вот сейчас глубокий кризис. Беларусь действительно оказалась в очень сложной ситуации. И Лукашенко выглядит как враг номер один. Но я думаю, что окно для маневра у него какое-то остается, и связано оно с тем, что он контролирует ситуацию здесь. То есть, и это легко проверить. Кому здесь нужно обращаться, чтобы решить вопрос? Вот вы этот вопрос задаете изнутри и снаружи. Кто здесь решает вопросы? Он. То есть Запад хочет или не хочет, если коснется
ему придется решать с ним какие-то вопросы. Конечно, ему в новых этих условиях ему придется, наверное, сделать какие-то особые финты с ушами. Но мы знаем, что он способен на это. Я ожидал, если честно, я говорил вам об этих извинениях, что, возможно, эти финты начнутся уже сегодня. Но сегодня все-таки был сделан акцент на воинственной, так сказать, истории, на четком определении, где свои и где враги, чтобы там в России, не дай бог, чего не подумали. Вот. Но такая опция сохраняется, потому что даже самые серьезные антагонисты, мы по истории видели, иногда те, кто даже ненавидели, презирали друг друга, они потом собираются в коалиции против каких-то вдруг возникших общих врагов. А Беларусь, все-таки, повторюсь, она не является проблемой номер один или тем вопросом, который действительно интересует даже Европейский Союз. Вот пока вот этот эпизод с самолетом, он поднял очень большой шум в европейских СМИ, может быть, даже где-то в чем-то больше, чем события августа 2020 года. Но связано это, образно говоря, со шкурными европейскими интересами, потому что коснулось их непосредственно. И если возникнет какой-то конфликт на периферии, который будет касаться непосредственно европейцев, и для его решения понадобится какой-то контакт с Лукашенко, на него, я уверен, пойдут. Коротко, наконт санкций. Кажуць зараз, што Еўрасаюз рыхтуе досыць сур'ёзныя санкцыі. Размова ідзе ўвогуле пра падрыхтоўку 5-го пакета санкцый. ЗША нешта гаворыць. Ваше стаўленне спрацуе, не спрацуе, калі спрацуе, ў які бок? Я не думаю. Опять же, то, о чем я говорил в самом начале, есть уязвимости власти, есть уязвимости страны. Страна, люди уязвимы перед любыми негативными действиями, начиная там от списков, потому что это репутация, не будем повторяться. И я искренне не понимаю вот этот мазохизм, когда мы тянем эти санкции на себя. Я приведу такую, если позволяет время, коротенькую аналогию. Вот, допустим, парижанам или чехам им же не приходило в голову перед приходом немцев там, уничтожить Прагу или Париж. Или не приходило им это в голову, когда немцы уже были, что называется, в Париже или в Праге. И в результате они сохранили страну, они сохранили архитектуру. Власть – вещь приходящая. Сегодня эта власть, завтра она уйдет. Вопрос состоит в том, останемся мы на пепелище. Мы можем так здесь все разрушить, что потом фактически останемся на пепелище. Как вот после войны. Поэтому я очень негативно отношусь к санкциям, в принципе. І на завяршэнне да нашага загалоўка анонса, ўсё ж таки, як вы лічыце, тое, што фактычна захад закрыты, пералётаў няма, напружаныя адносіны, якіх таксама фактычна няма. З аднаго боку, з другого боку вы сказалі, што беларускі МІД ледзь не становіцца філіалам расійскага МЗС тут у Беларусі. Ці не падаецца вам, што увогуле мы тут вяртаемся таким дыпламатычным і знешнепалітычным сэнсе у часы БССР, і ці гатова беларуская дыпламатыя да працы МЗС БССР? Готово или не готово? Это все-таки вопрос, наверное, к нашему обществу. Но сегодня страх настолько велик, страх превратил людей, страх обеспечивает для власти покорность, страх ломает дух. И я не думаю, что дипломатам, работающим сегодня в системе, нравится эта ситуация. Нравится не отвечать, не иметь ответственности, и лишаться этих направлений, терять сотрудничество с другими странами. Эта ситуация, точно не может, да она никого не может, по большому счету, устроить. Но мы движемся в этом направлении. Дзякуй вялікі, хаця що ж тут дзякаваць, але за вельмі добры аналіз. Павел Мацукевич, Дміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарады і Е-прамовы. Беражыце сябе.